Он прикреплен латежер. Как наклюют, посадите, что на латежер. Но факт то, что она двигается. Газовые колонки при неправильной установке и эксплуатации как мины замедленного действия. Если на кухне их еще и разрешается ставить при соблюдении всех требований безопасности, то в ванной делать это крайне опасно. Да, ванночки, колонка жутко, котел жутко, вообще еще жутко, угарный газ, да, мы доходим, вон илау или диван, чабр тыкача, что самар нистент. Из агитчо даях езер, колонка, ванночки вообще хлищат самар. Котел даже колонка хлищат ванночки. Специалисты говорят, из-за того, что жители Ингушетии привыкли ставить газовые колонки в ванной комнате, и происходит большинство ЧП. Устанавливать их нужно в проветриваемых помещениях. Тем не менее, источник опасности может быть где угодно. Основные причины именно касаемо газового оборудования — это у нас неисправность газового оборудования, как мы и сказали, нужно его вовремя и правильно эксплуатировать, вовремя проводить проверки. То есть либо она изначально была неправильно установлена, где-то вот эти трубы, вытяжки не подключены плотно, бывает так, что они просто так высовываются, и за этим нужно следить. Либо это, как правило, также бывает шалость детей. Ну, то есть в основном это человеческий фактор. Утечка газа, искра и взрыв с пожаром. Трагедия часто разворачивается всего за несколько часов. Когда вы уезжаете надолго, там, на несколько дней, желательно какую-нибудь из форточек там чуть приоткрыть, чтобы происходил обмен воздуха. И когда вы заходите в помещение после длительного отсутствия, желательно запомнить такое правило: сразу не включать свет, потому что если там, ну, знаете, вы сразу можете не почувствовать, что там много газа, пройтись, открыть, зайти в квартиру, открыть пару окон, проветрить, и потом уже, убедившись, что все нормально, и тогда уже включать освещение. Специалисты объясняют, что почувствовать газ можно, когда он уже накопится в ограниченном пространстве. Небольшие утечки можно не замечать долго. В этом и кроется риск. Проблема в том, что симптомы отравления человек может определить не сразу. Это потемнение в глазах, слабость, усталость, вялость, рябь в глазах, как я сказал, стуки в висках, головная боль. И, как правило, часто опасность в том, что часто люди путают это с какой-то болезнью, но вам нужно, если такие симптомы вы видите, что есть и у других жителей вашей квартиры или дома, то нужно сразу проверить свое газовое оборудование. В таком случае первым делом необходимо открыть все окна и проветрить помещение, обесточить дом и покинуть его. Руководство Ингушетии уделяет этой проблеме особое внимание. Глава Ингушетии не раз затрагивал эту тему в ходе совещаний. Люди гибнут. Шланг какой-то бросают. Слушайте, это источник повышенной опасности. То есть, если вы сквозь пальцы смотрите на это в последующем жизнь человека, семьи. Всего в этом году от угарного газа пострадали 14 человек из-за утечки, а уже от взрыва погибли 2 женщины. Не допустить повторения этих горьких ошибок может каждый из нас. Достаточно здравого смысла и элементарных правил безопасности. Зелимхан Калоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.